Борьба со злостными неплательщиками идет не первый год. Если должники не выплачивают сумму на месте, а для этого предусмотрены мобильные кассы, дело передадут в суд, после чего последует крайняя мера – арест имущества. Сейчас рейдовое мероприятие проводим в отношении должников, у которого скопился долг более 2 месяцев. Это от 10 тысяч рублей. Но есть жители, которые имеют очень большие суммы задолженности. Это 100 и свыше 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей. То есть практически никогда не оплачивали. Общая задолженность за ЖКУ в Грозном составляет более 500 миллионов рублей. В случае, когда оплата не производится в течение 6 месяцев, закон разрешает отключать домовладельцев от энергосетей. Нередко взыскатели сталкиваются с проблемой, когда в квартире никто не проживает, а хозяин имущества задолженность за коммунальные услуги не выплачивает. К сожалению, наши горожане считают, если человек не проживает в квартире, то есть имеет собственности и не проживает, то он не должен платить. Это не так. Любой человек, который имеет или является нанимателем или собственником жилья, он, в соответствии с жилищным кодексом, должен носить плату за потребляемые ресурсы, в том числе за жилищные услуги. Мы передаем в суд дела и через судебные органы взыскиваем. Члены комиссии также призывают абонентов своевременно вносить квартплату, так как именно от этого напрямую зависит качество коммунальных услуг. Розана Цамаева, Халид Мусаев, Абубакар Абазов. Новости.